Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на март 2020 года для львов. Рассмотрим основные события на колоде Таро и на колодах Ленорман. Посмотрим отношения, работу и финансы, и совет также. Сначала основные события. Так, посмотрим, что ждет львов в первой, второй и третьей декаде месяца. Итак, первые 10 дней выпадает карта Мир. Уже у третьего знака, да, выпадает карта Мир. Вторая декада выпадает карта Повешенный. И третья декада выпадает карта Шут. Итак, прежде всего, львам в первой части месяца, то есть первые 10 дней месяца, будет очень вести. Скорее всего, осуществятся самые смелые мечты. Будет достигнуто что-то очень важное. Придет взаимопонимание в отношениях, либо примирение, если не было его. Здесь есть возможность выразить себя на полную катушку. Да? Здесь есть возможность выразить свои таланты, способности и признание за это получить. Также карта говорит о том, что очень удачное время для того, чтобы расширять свои возможности, выходить на новый уровень, переезжать в другой город, в другую страну, знакомиться с людьми, которые за рубежом могут жить. Можно даже здесь заводить друзей, находить людей, которые нам очень подходят, вот именно на расстоянии. Можно подумать о высшем образовании, может быть, даже кто-то уже получит диплом, а кто-то только поступит учиться. Также карта очень сильно связана с нашими убеждениями. Скорее всего, придется осознать что-то в этот период, и, возможно, даже придется либо поменять свои убеждения, либо вот уже окончательно убедиться в том, что вы правы. То есть вот что-то будет происходить с вашим мировоззрением очень важное. Также карта говорит о том, что новый период жизни у вас начинается. Это у нас, в принципе, и весенний месяц, да, и у нас уже как-то природой заложено, что у нас в это время обновление. Но вот у вас именно и внутри будет такое ощущение весны, как будто новая жизнь для вас начинается, новые перспективы. Вторые 10 дней выпадает карта Повешенный. Карта говорит о том, что будет полно иллюзий. Вот здесь у нас изображен человек как отражение в пруду. Да? То есть получается, что это вообще как бы не человек, это просто отражение, да? То есть мы самого человека не видим. Точно так же и вы можете думать, допустим, что у вас в жизни все происходит одним образом, а все совершенно другим может оказываться. То есть иллюзии, да? Карта говорит о том, что нужно все проверять. Нельзя доверять даже себе, вот своим каким-то вот убеждениям. Видите, не зря они у вас здесь могут меняться, да? Нельзя доверять вообще ничему без проверки. То есть самое главное для вас правда – это то, что проверено на вашем личном опыте. То, что увидели вы своими глазами, либо это вот как-то логично доказано для вас, да? То есть вот этому только нужно верить. Кроме того, это время, когда нужно будет разобраться с какими-то прошлыми событиями, так как у нас здесь вода, это память, прошлое, это отношения какие-то из прошлого, эмоции, чувства, обиды и так далее. То есть с этим, скорее всего, нужно будет разобраться, чтобы вот у вас правильное сформировалось отношение к жизни, чтобы оно вам не мешало двигаться дальше, да, вот нужно разобраться. Также карта говорит о том, что, может быть, какие-то затянутые ситуации наконец-то закончатся. Может быть, будет какое-то освобождение от... Вот здесь вот, кстати, эта карта тоже же начало нового периода, да, это начало какой-то новой жизни. Вот здесь эта карта говорит о том, что все-таки это не настолько резко произойдет. Какое-то время еще потребуется на то, чтобы какие-то дела завершить, важные какие-то, да, то, что нельзя прям в один момент закончить. Кроме того, здесь работа над собой, личностный рост, здесь новое понимание жизни, новое понимание людей. Также карта говорит о том, что может быть некоторая потеря сил вот как раз вот на эти все процессы, когда мы копаемся в себе, мы очень устаем, да, нужно давать себе время отдохнуть. Может какая-то тайна открыться. Может быть,
знаете, потребуется какое-то время побыть в одиночестве, помолчать, да, не разговаривать. Эта карта также, знаете, такого шока, да, может быть, что-то такое происходит, когда мы вот просто вот не верим вообще, что такое могло произойти, и нам нужно какое-то время, чтобы мы, ну, как бы оценили это все правильно, то есть, но это все к лучшему, смотрите, да, здесь у нас вот свобода, начало новое, реализация себя, взгляд новый, то есть здесь вот у львов это месяц, связанный в основном с мировоззрением, с верой с вашей, с взглядом на жизнь. То есть вот это вот месяц, когда будет самое важное для вас вот в этой теме, в этом плане. Кроме того, какая-то скрытая деятельность может быть. Может быть, знаете, какая-то... Вот знаете, как нелегальное положение, допустим, там нет прописки или там нет каких-то документов нужных или еще что-то такое. Может быть, знаете, уход какой-то от внешнего мира, от внешних событий, уединение, изоляция, да, вот нужно будет побыть. Это может быть сознательно, это может быть обстоятельства так сложатся, но в любом случае, смотрите, здесь у вас... Вот, освобождение, то есть это не то, что надолго, да, это быстро все пройдет, то есть, но время вам все-таки понадобится для того, чтобы что-то решить. Может быть, страхи какие-то, да, может быть, внутренние какие-то такие фобии, страхи, вот тоже нужно будет с ними разобраться, в уединении, да, такой самоанализ провести. Также карта хорошая для эзотерики, психологии, каких-то вот тайных знаний, работой вот именно с подсознанием, с кармой и так далее, ну, кто вот этим всем занимается. И также карта может быть связана с вдохновением, когда вам хочется там творить в одиночестве дома, да, чтобы никто вам не мешал, не отвлекал, там кто что делает, кто-то там картины пишет, кто-то книги, кто что, да, вот именно такое творческое вдохновение. Никак не могу остановиться, долго слишком говорю по этой карте. Теперь третий период у нас, последние 10 дней месяца марта, для львов выпадает карта Шут. Замечательная карта, особенно в этой колоде, она очень такая, как говорящая, да. Ну, во-первых, у нас здесь стена изображена, стена, которая сделана руками человека, то есть камни, здесь раствор, да, и вот стена выложена, то есть это как опыт человека прошлый, да, и он вот такой извилистый, то есть эта стена не прямая, но она высокая, то есть уже достаточно много вы сделали, прошли, и вот теперь вы как бы в такое время своей жизни оказываетесь, когда вам нужно сделать выбор уже, в какую сторону вам ринуться, либо сюда, либо сюда. Здесь у вас удача, успех и что-то уже вы сделали, что-то привычное, какой-то здесь есть у вас результат уже в вашей жизни, да, а здесь вот совершенно новое, тут пропасть. И вы идете как бы по такой вот стене, да, по краешку стены, на высоте находитесь, и вниз даже не смотрите, да, то есть вы настолько доверяете себе, доверяете своей интуиции, доверяете вот высшим силам, судьбе, что вы знаете, что обязательно все будет правильно, все хорошо, и вам не нужно ничего бояться. То есть, видимо, вот эти события, которые происходили до того, они вас вот освободили от страхов, от переживаний и так далее. И вот если посмотреть внимательно, то над головой у человека вот такой вот завиток, да, то есть энергии такие над ним, то есть они его вот таким вот образом захватывают и подтягивают вот в сторону, где там подсолнухи, да, где все цветет, где все радостно, а темная сторона, она как бы, ну, остается, то есть она есть, но как бы сама судьба нас оберегает, она сама нас тянет вот в правильную сторону, и поэтому мы ничего не должны бояться, то есть нужно довериться жизни, довериться судьбе, и если какие-то у вас в это время появляются там озарения, идеи, кто-то приходит в вашу жизнь новый, какая-то свобода появляется в творчестве, может быть, в выражении себя, в своей индивидуальности, или, может быть, желание куда-то пойти, поехать, в общем, что-то новое сделать, вот это значит вам нужно, потому что вас сама судьба ведет. Посмотрим, что ждет львов в отношениях.
в этом месяце. Первая карта для тех, кто ищет партнера, вторая для тех, кто в паре, и третья для тех, кто в ссоре. Работа. Первая карта для тех, кто в поиске, вторая для тех, кто работает, третья, у кого свое дело, финансы и совет. Так, отношения. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта Солнца. Замечательная карта, которая говорит о том, что вы можете встретить человека, которого давно искали. Человека, который для вас, может быть, мечтой был. Да? Посмотрите, какой тут мост. Такой прочный мост через реку. Мост — это всегда у нас соединение. Да? То есть вот соединятся две судьбы, две жизни. Причем над этим, над всем Солнце. Вода, да, то есть ваш опыт, вы уже, скорее всего, много встречали в своей жизни людей неподходящих, у вас было много событий, которые вас научили в людях разбираться, да, и вы долго искали человека, который вам действительно подходит. Вот здесь вот все у нас сумрачно, тут туман, и солнышко светит, то есть наконец-то у вас все начинает здесь проясняться. Для тех, кто в отношениях, выпадает карта Медведь, скорее всего, будет очень много вопросов, связанных с деньгами, с недвижимостью, с домом. Может быть, поездка на родину, либо тут вопросы, связанные с родителями, с отцом особенно. Также карта говорит о том, что может быть, знаете, внезапная какая-то денежная удача, денежная прибыль какая-то. Может быть, это и личные средства, да, а может быть средства, которые вам, допустим, от других людей, да, допустим, от вашего партнера приходят, допустим, вы живете вместе с вашим партнером, он зарабатывает, допустим, бизнесом своим, да, а вы тоже как бы имеете возможность пользоваться этими деньгами. То есть, может быть, это личные деньги, а может быть и деньги партнера. Также карта говорит о том, что могут вопросы возникать, во-первых, со здоровьем, во-вторых, может быть, диетой, да, вот контролем веса, может быть, защита, да, вот тема защиты может проигрываться, да, может быть, вот защищать придется ваши отношения от вмешательства, может быть, третьих лиц, да, может быть, там свекор, свекровь или тесть, теща, да, или еще какие-то люди, которые могут вот повлиять на ваши отношения, они могут вмешиваться. И карта говорит о том, что нужно защищать, нельзя разрешать никому влазить. Кроме того, могут у вас быть такие вопросы на этой неделе, что, знаете, может быть, не вас касаются, не вашей семьи, а, допустим, вам нужно там оформлять какие-то документы или еще что-то такое. В общем, когда вы с каким-то там начальством общаетесь, с администрацией, с государственными какими-то чиновниками и так далее. То есть вот это тоже может быть на этой неделе. А теперь для тех, кто в ссоре, выпадает карта дерева, да, эта карта связана с силой, эта карта связана с солнцем, и эта карта, знаете, она связана с тем, что уже было, то есть ваш прошлый опыт. И вот если все это связать в одно, да, то есть что нужно учесть для того, чтобы помириться с партнером? Во-первых, нужно понять ошибки, если они были, да, но они, конечно, у нас у всех есть. Во-вторых, может быть, был эгоизм, да, с нашей стороны, так как у нас карта Солнца отвечает за эту карту, знак Солнца. Вот, и получается так, что, может быть, мы проявили эгоизм, думали о себе, только не думали о другом человеке, совершили какие-то ошибки в прошлом, возможно, глобальные, да, которые вот к таким последствиям привели. И вот это охлаждение сейчас между вами, оно может еще какое-то время оставаться. Карта также может говорить о том, что нужно дать время партнеру для того, чтобы он остыл, да, остыл или подумал, или понял что-то сам, если, допустим, он как бы ошибки совершал, ему тоже их нужно осознать. То есть, ну, здесь вот время нужно для того, чтобы все это разрулить, разрешить. Также говорит карта о том, что
Знаете, если очень серьезные у вас тут проблемы, то, скорее всего, даже вот март, апрель, май, в мае только может это все начать разрешаться. Вообще вот эта карта, пятая карта дерева, она с месяцем маем связана у нас. Так, что еще можно по этой карте сказать? Ну, вот, во-первых, эта карта говорит о том, что вы связаны со своим партнером, да, вот у вас прям как бы родовая такая связь есть. То есть это действительно ваш партнер, нужно обязательно мириться, нужно обязательно договариваться и решать все вопросы. Если вы потеряете друг друга, то в дальнейшем вы как бы от этого сами же пострадаете, да, то есть и ваш партнер тоже. Нужно найти нужные слова, нужно сделать правильные выборы, да, то есть нужно этот вопрос решать. Пусть это не сразу будет, да, нужно дать время. Посмотрим работу. Работа. Ой, подвинулось у нас все. Работа для львов. Так, это вот так лежало, значит вот так. Так, работа для львов. Что у нас здесь получается? Для тех, кто ищет работу, выпадает карта сердца. Ну, и это замечательная карта, которая говорит о том, что все вы найдете по вашему желанию, да, вот то, что вам нравится, то, что вас радует. Может быть, это сфера красоты. Вот тут цветы у нас, какие-то вот тут сувениры могут быть, да, просто что-то с женщинами связанное, с отношениями и так далее. То есть вот эта карта, конечно, очень хорошая. Она говорит о том, что повезет обязательно в этом месяце тем, кто вот искал именно что-то определенное, что-то свое, что будет радовать, вот как раз этот момент наступает. Также здесь еще можно сказать, что, может быть, если ваша работа связана с заботой о других, то вот тоже прекрасное время для того, чтобы вы наладили здесь вот эту сферу своей жизни. Для тех, кто работает, выпадает карта мужчина. Мужчина здесь охраняет вход в дом, да, то есть вопросы, связанные с какими-то проектами по безопасности, допустим, или с недвижимостью, или еще вот что-то такое связанное именно со взаимоотношениями, да, вот здесь вот может работать. Кроме того, у нас карта мужчина, она связана с какими-то решительными действиями, да, может быть, придется за себя постоять, может быть, придется взяться за какой-то проект, на который вы, может быть, вы не решались, да, вот карта говорит о том, что нужно решаться, потому что вам это поможет. Также карта говорит о том, что может быть какая-то вот деятельность в центре внимания. Вы будете в центре внимания других людей, здесь могут быть какие-то публичные выступления, вы можете как-то вот себя подавать. Или даже, кстати, вот преподавание тоже по этой карте может быть, и выступление, допустим, со сцены и так далее. В общем, как-то вы таланты можете свои выражать. Вот, может быть, это с работой с вашей связано. Также вот карта говорит о том, что нужно обязательно подумать о досуге, отдыхе, отпуске и так далее. Может быть, вы устали, да, может быть, слишком много энергии потратили. Вот нужно взвесить свои силы, да, может быть, действительно нужен какой-то отдых, праздник, поездка и так далее. Для тех, кто занят своим делом, выпадает карта ребенок. Очень хорошая карта, которая говорит обо всем новом, о новых начинаниях, новом деле, новом финансовом потоке, новых клиентах и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, если сфера детей, детства у вас ну, как-то задействовано в вашей деятельности, да, то значит как бы тоже будет вести. Также карта говорит о том, что может быть, вы будете как-то наивно себя вести вот в вопросах дела. Может быть, кто-то попытается вас обмануть, обойти. Или, может быть, вам не хватает вот знаний каких-то, может быть, профессионализма. Или, может быть, вот в коммуникациях не хватает знаний. Может быть, не хватает знаний в каких-то вот новых технологиях, да, новых
способах связи с клиентом или еще что-то такое. То есть нужно об этом вот тоже подумать. Может быть, доучиться нужно, да, или новых людей взять, обучить их тому, что вот вы умеете для того, чтобы вы были довольны. В общем, может быть, заботиться нужно о тех людях, которые с вами рядом работают. Посмотрим финансы и... Ну вот, у львов кругом одно солнце, да, то есть они сами солнечный знак, и у них в этом месяце везде солнце, везде удача, везде им сопутствует успех, прибыль, исполнение желаний и так далее, да, и вот в финансах как раз тоже выпадает солнце, это как раз вот карта льва у нас, карта соответствует этому знаку, да, то есть вот это ваш месяц, это как бы ваше время. Что можно сказать еще по поводу финансов в этом месяце? Ну, будут денежки, которых вы ждете. Заработали, обязательно получите. И знаете, вот какое-то вот большое дело вы, скорее всего, завершаете здесь. Карта Солнца, она, знаете, символизирует такой вот постоянный поток. То есть, если вы, допустим, даже вот здесь у нас по карте ребенка, да, мы что-то начинаем, это будет у нас как бы постоянный такой поток. Стоит начать, да, и дальше вот он будет у нас поддерживаться. То есть это действительно ваше, вы это заслужили, вы будете в таких лучах славы купаться, признание будет у вас профессиональное, и, в общем, все, что вы получаете, заслуженно. Совет. В совет выпадает развилка. Развилка – это всегда возможность, ну, карта говорит о возможности остановиться, подумать, принять правильное решение. И опять же солнце, да, где наше желание, где наша душа, где наша любовь, где вот то, что нас притягивает, где наша индивидуальность, вот то и нужно выбирать. Карта развилки также говорит о том, что, может быть, придется какое-то важное решение принимать, не нужно от него уходить. Нельзя долго думать. Подумали, сделали выбор, да, может быть, даже вот разумный какой-то, и все. И нужно уже, вот здесь у нас скамеечка, да, нужно посидеть, подумать немножечко и дальше уже идти. Карта говорит также о том, что, может быть, возникнет несколько вот альтернатив у вас, возможностей, да, и они вот все будут хорошие, и вам придется тут подумать. Опять же, слушать свое сердце. Также вот самое главное, чтобы никто на вас не давил, или чтобы вы не спрашивали ничего мнения, потому что здесь вот важна именно вот ваша воля, свободная воля. Здесь карта также связана с Ураном, да, то есть возможности могут прийти очень быстро, неожиданно. И вот здесь, конечно же, раз карта выпадает, это важно для вас в этом месяце. Друзья, желаю вам прекрасного марта, желаю, чтобы ваши желания все сбывались. Всего вам доброго, до новых встреч.